Добрый вечер, вы смотрите телеканал АТР, в эфире Прайм Мацарский, и я, Юрий Мацарский. Сегодня с нами, у меня сегодня гость по скайпу из Баку, и с нами на связь выходит Кавказ Амаров, главный редактор информационно-аналитического портала armia.az. Кавказ, я вас вижу, добрый день, слышите ли вы меня, видите ли вы меня? Здравствуйте, господин Мацарский. Да, вижу вас, слушаю. Дело в том, что вот мы наблюдаем буквально, что называется, в прямом эфире за какими-то очередными событиями, в которые оказываются втянуты Азербайджан и соседние с ним государства. В первую очередь речь идет об учениях, которые проводил Иран недалеко от границ Азербайджана. И, в общем-то, достаточно громкие заявления, сделанные со стороны иранского руководства с критикой Азербайджана и с критикой руководства азербайджанского. Что происходит и насколько эта ситуация у Азербайджана-иранской границы опасная? Еще раз приветствую всех зрителей вашего телеканала. Спасибо за то, что создали такие условия для того, чтобы выразить свое мнение. Конечно, последние действия соседнего государства, они были на повестке всех мировых СМИ, в том числе и воинственная риторика руководства Ирана. Что можно сказать по этому поводу? Я лично считаю, что подобные действия, они только служат угнетению ситуации на Южном Кавказе. Тем более после того, как в наш регион наступил долгожданный мир, перемирие после решения Карабахского конфликта в прошлом году. Главная озабоченность Ирана состоит в том, что южный сосед активно сотрудничал с агрессором, пока земли Азербайджана находились под оккупацией. Иран оттуда исчерпал много выгоды. Эти территории, не подконтрольные Азербайджану в течение 30 лет, они использовались для незаконного оборота наркотиков. В этих территориях процветала контрабанда оружием. Даже после освобождения азербайджанской армии этих территорий нашими военнослужащими там были обнаружено огромное количество готовой наркотической продукции для поставки на рынки других стран. В том числе и до сих пор наши солдаты, наши военнослужащие продолжают обнаруживать там склады оружием, боеприпасами и так далее. Тут главную роль играют, конечно, наркотики, о чем говорили и наш президент во время своих последних выступлений, когда он посещал освобожденные от оккупации азербайджанские районы, которые находятся на границе с Ираном. Он затронул эту тему, и на самом высоком уровне азербайджанская сторона ответила Ирану. Так что претензии южного соседа являются необоснованными. Азербайджан... Насколько велика вероятность какого-то открытого конфликта? Но ведь прям вот действительно бряцанье оружием идет прямо у самых границ, еще и не только на суше, еще и в Каспийском море, плюс ко всему учения проводятся. Это не учение. В Каспийском море произошел инцидент. Наши пограничники зафиксировали 3 высокоскоростных катера, которые нарушили водное пространство Азербайджана. После предупредительного огня наших пограничников эти катера, они обратно вернулись в территориальные воды Ирана и выбросили в воду свой груз. А позже этот груз был извлечен из воды нашими пограничниками. Оказалось, что там контрабандная сигарета на сумму $500 000. В связи с тем, что мы восстановили государственную границу с Ираном протяженностью 130 километров, там это практически лишило возможности
различных иранских кругов, которые вели там активную незаконную торговлю, контрабандой наркотиками занимались, там разрушением этих азербайджанских районов занимались. Практически за 30 лет все имущество там 7 районов практически было разбазаривано. То есть, когда азербайджанцы во время Первой Карабахской войны были вынуждены покинуть эти территории, там они с собой ничего не могли взять. Оставили там дома, все имущество, там и техника, и все осталось там. Учитывая тот факт, что еще тогда вот Советский Союз полностью не разрушился, все имущество этих богатых совхозов, колхозов, там и техника, все осталось там. В основном потом, как и выяснилось, что вот всю эту технику и имущество в основном армяне продавали иранцам. Там процветала незаконная торговля, там контрабанда была. Поэтому вот отрезав этот путь, основные каналы, естественно, мы наступили на хвост Ирану. И Иран начал беспокоиться. Потом уже, когда азербайджанская сторона по старой карте начала восстанавливать государственную границу, часть стратегической дороги, которая связывает Иран с Арменией, это дорога Мегри-Борис, вот часть этой дороги проходит по территории Азербайджана, где, естественно, после восстановления территориальной целостности Азербайджана наши власти, силовые структуры там установили таможенный пост, полицейский пост, и все, начали проверять эти грузы. Армяне не хотели отдавать нам эту территорию, они думали, что могут оставить, но это не получилось, потому что это юридическая территория Азербайджана, и наши военные заняли господскую высоту вокруг этой дороги. И там попались иранские грузовики, которые везли товар, в том числе и в Армению, и ту часть Карабаха, которая на данный момент находится под временным контролем российских миротворцев. Были цистерны с контрабандной нефтью, горючим, и другие товары в том числе поставлялись незаконно. Азербайджанские пограничники пресекли эту деятельность Ирана, что в итоге привело к тому, что Тегеран начал очень язвительно относиться ко всему этому. Военные учения, последние неадекватные действия нашего южного соседа тоже связаны с этим. В корне этой проблемы еще стоит и разговоры вокруг Зангезурского коридора. Вот этот коридор, когда откроется, это значительно лишит Иран возможностей там, быть там как бы транспортной державой. Да? Вот эта дорога, Зангезурский коридор, соединит Азербайджан с Нахичеванью, там и дальше вот эта дорога выйдет в Турцию. То есть и товары из Турции, из Азии в Европу, они уже не пройдут через территорию Ирана. Иран потеряет свое преимущество в этом вопросе. Так что решение этого конфликта явно не отвечает интересам Тегерана. То есть получается так, что Тегеран боится потерять какую-то важную свою такую транзитную стратегическую роль после того, как... После того, как, собственно говоря, был возвращен контроль Азербайджана над Карабахом и окружающими его районами. Более того, вслед за этим контролем еще появится транспортное сообщение между Большим Азербайджаном и его анклавом Нахичеванью, да, который граничит еще и с Арменией. И вот ради того, чтобы каким-то образом удержать, сохранить какую-то свою роль, Иран демонстрирует готовность там, на какое-то обострение отношений. Он демонстрирует эту готовность? Или там режим Айтол действительно готов идти на обострение, в том числе там, на какие-то, может быть, вооруженные провокации, может быть, на какие-то столкновения? Если смотреть на хронику вот этих событий, на череду, да, я не думаю, что Иран пойдет на какие-то провокации, осмелится на какие-то военные действия. Во-первых, нам всем известно, что вот совсем недавно была подписана Шушинская декларация. Это, по сути,
продолжение, то есть обновление Карского договора, по которому Турция выступает гарантом безопасности Нахичеванской автономной республики. Теперь уже к этому договору подключился весь Азербайджан, Азербайджанская республика. Если там будут какие-то неадекватные действия, военная агрессия или что-то вроде этого со стороны Ирана, ну, конечно, Иран столкнется со всесильной турецкой армией. Это первое. И в Иране это прекрасно понимают. Демонстрация мускулов, они подумали, что, наверное, этим что-то смогут сделать. С другой стороны, они ведут переговоры с Арменией, подстрекают Армению, что открытие Зангезурского коридора это не отвечает и интересам Армении. Ну, конечно, в Армении многие олигархи потеряли очень большой куш, заработок от незаконного торговли с Ираном. Ну, естественно, вот, позиция Армении в этом понятна. С другой стороны, Россия тоже заинтересована в открытии этого коридора, потому что долгожданный мир может наступиться только в результате взаимных открытий коммуникационных линий. Во-вторых, мы, как знаем, Армения является форпостом России. То есть полностью Армения висит на шее России. Надо кормить, вы понимаете, надо постоянно выделить кредиты на длительный срок, под малые проценты. Ну как-то надо сделать так, чтобы вот этот форпост не вымирал с голоду. Поэтому Россия заинтересована в том, что в Армении было такое правительство, которое бы хорошо ладило с Азербайджаном, с Турцией, в том числе с Грузией. Мы знаем, что вот кроме Ирана Армения имеет очень такие серьезные проблемы политические со всеми своими соседями. С нами 30 лет Армения находилась в состоянии войны. Несмотря на 4 резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о том, что все незаконные вооруженные формирования должны были немедленно покинуть пределы юридической территории Азербайджана, в течение 27 лет Армения упорствовала. И всячески там они затянули время, там, ну не знаю, вы сами знаете, да, за 30 лет что произошло. Минская группа ОБСЕ, сопредседатели никак не могли угомонить Армению. И в конце терпение нашего народа, нашего государства лопнуло, и мы сами самостоятельно, силой своей армии решили эту проблему. То есть осуществили, притворяли в жизнь вот эти самые 4 резолюции Совета Безопасности ООН. Вот таким образом и в регионе возникла новая реальность, и с этой реальностью все должны смириться. Вот Иран сопротивляется, но я думаю, что это не доведет до какой-то войны. Иран просто этим пытается там откусить какой-то кусок или, ну, не знаю, там добиться чего-то, чтобы его территория тоже была как бы включилась вот в эту систему. Кавказ, у меня к вам важный вопрос для понимания вот этой вот геополитической ситуации. А как так вышло, что Иран, у которого очень много, в принципе-то, общего скорее с Азербайджаном, чем с Арменией? Почему? Потому что значительная часть, собственно говоря, населения Исламской Республики Иран – это этнические азербайджанцы. Общая история, значительная часть общей истории существует. Общая религия, общая вера есть у большинства азербайджанцев и большинство иранцев относятся к одной и той же шиитской ветви ислама. И почему же тогда у Тегерана лучшие отношения сложились не с Баку, а с Ереваном? Что стало тем самым толчком, который отдалил иранцев от азербайджанцев и приблизил к армянам? Что произошло? Пожалуй, сегодня, дорогой Мацарский, этот вопрос как раз волнует многих, которые вот не знакомы, да, со ситуацией в нашем регионе или мало знакомы с
военной историей нашего региона, особенно вот с теми событиями, которые произошли на Южном Кавказе за последние 200 лет, почти 2 века, да. Были кровопролитные войны, пошел процесс оккупации Российской империи Южного Кавказа. Тут стыкуются и сталкиваются интересы очень сильных держав. Сперва Османская империя, то есть иранское государство, Османская империя, в том числе и Россия. А потом, после оккупации последнего азербайджанского ханства на пути русской армии у подножия горы Агре, это Ереванское ханство, которое в 1827 году было оккупировано русской армией спустя 20-летной осады. Этими осуществилась, то есть завершилась оккупация всех азербайджанских ханств. Тогда единого Азербайджана на Южном Кавказе не существовало. Были ханства, Ереванское ханство, чисто азербайджанское ханство, где ни одного армянина не проживало. Представляете, 200 лет тому назад ни одного армянина на Южном Кавказе не было. И по милости России там сейчас на данный момент есть Армения. Там потом пошла дискриминация, массовое переселение азербайджанцев, опустошение, то есть освобождение земель. Ну, тогда мы уже были полностью в составе Российской империи. Что сделала империя, то и сделала. Что хотела, то и сделала. Вот сегодня мы имеем то, что имеем. А вот этот Зангезурский коридор, отделение Нахичевани от основной части Азербайджана тоже осуществилось в 2020 году. В 2020 году, то есть в 1920 году, после падения Азербайджанской Демократической Республики, спустя двухлетнего существования. Советы первым делом что сделали? Включили в состав армянской ССР вот эту полосу, которая называется Зангезуром. Это историческая область Азербайджана, там 3 крупных города: Мегрик, Кафан и Гурис. Там 90% были заселены азербайджанцами. И северная часть озера Гёйча, которого армяне называют Севаном. Вот таким образом расширили пространство для Армении. Вот Армения, если смотреть на карту, это как бы вбитый клин между Турцией и Азербайджаном. Это была главная стратегия Российской империи и позже Советского Союза. Потом началось переселение, массовое переселение азербайджанцев из тех земель, которые включили в состав Армении. Потом уже началось как бы переселение армян. Даже этот процесс продолжался в советские годы. По решению Совета министров СССР, там подпись Сталина стоит. Этим процессом руководил Анастас Микоян. Он там вел переговоры с различными армянскими общинами и в западных странах, в том числе и в странах Ближнего Востока. Начался процесс переселения армян из Ливана, из Сирии, даже из Греции, с территории современной Турции, в том числе и из Ирана, в современную Армению. Вот таким образом за последние 100 лет там создали армянское государство. Это не государство, это полугосударство, это какой-то анклав, форпост России, который никуда не денется от России, скажем так. Вот сегодня Россия пытается открыть какие-то каналы кислорода для того, чтобы функционировала эта Армения каким-то образом. Да? После смены власти в Армении, хотя западные организации, государства обещают кредиты Армении, но ничего в деле нету, потому что страна, вот эта республика, находится под тотальным контролем России. И долгов столько, что армяне никогда в жизни не смогут расплатиться этими долгами. Там вооружение, уничтоженное азербайджанской армией в течение 1,5 месяца в прошлом году. Это просто, знаете, это колоссальная сумма. Ущерб, нанесенный армянским вооруженным силам, составляет где-то 4 миллиарда долларов. Если вот посмотрите перечень, они в открытом доступе есть. В интернете вы можете найти уничтоженную бронированную технику, уничтоженные системы ПВО, они дорогие очень. Россия их поставляла за счет своих кредитов. Кредиты выделяли российские банки, за них покупались оружие за последние 30 лет, и они поставлялись Армении. Вот таким образом Россия как бы держала там огромное вооружение. Только на территории оккупированных
на территории оккупированного Карабаха за 1,5 месяца было уничтожено около 350 танков модернизированных Т-72. Знаете, что за этой цифрой стоит? Там 4 полным боекомплектом систем ПВО С-300. Там десятки таких систем там, баллистическими ракетами. Ну, это даже на вооружении многих государств мира нету такого вооружения. Мы создали боеспособную армию. Военная доктрина Азербайджана была открыта. Там никакой тайны не утаивала эта доктрина. Мы поставили перед собой цели, и во время выступления наш президент на самом высоком уровне сказал, что если переговоры зайдут в тупик, Азербайджан сделает все возможное, чтобы освободить свои территории от оккупации. Вот так и произошло. Вот, к сожалению, вот я уклонялся немного от вашего вопроса, почему Иран так агрессивно настроен против Азербайджана. Вот в корне этой проблемы лежит то, что там азербайджанцев слишком много. Еще вот за последние 200 лет там азербайджанцы в основном, они напичканы такой идеологией, которая не соответствует той идеологии, которую имеем мы. Ну так есть кровные узы, культурные узы, но у Ирана есть своя стратегия как государства. И немало там руководящих должностях азербайджанцев. Например, вот духовный лидер Ирана, верховный духовный лидер Ирана, этнический азербайджанец, Али Хаминеи. Вот недавно этот Багири посетил Москву, он начальник генерального штаба корпуса стражи исламской революции, один из главных военачальников Ирана, тоже этнический азербайджанец. Но, вы знаете, это не помогает. Этнические узы не помогли Украине, например. Вот братские страны, братские народы, славяне, вот сегодня они в состоянии войны. Так бывает в истории. Это главное, что находится у массы, у людей подсознанием. Вот с Ираном тоже у нас. Да, шииты есть в Азербайджане, Иран шиитское государство, везде поощряет шиизм. Ну вот так получилось, что Ирану выгодно существование Армении на Кавказе. Ирану бы было выгодно, что Азербайджан не был независимым государством, потому что независимый Азербайджан это как бы вдохновляет 30-миллионную азербайджанскую, это не диаспора, они там... Я уточню вас. То есть есть планы, может быть, они в открытую не произносятся, но тем не менее есть, возможно, есть какие-то агрессивные планы, вынашиваются какими-то кругами в Иране по аннексии Азербайджана, по включению независимой Азербайджанской республики в состав Большого Ирана? Это не исключается, потому что у Ирана есть свои опоры. В Азербайджане это ни для кого не секрет. Есть конкретные религиозные общины, даже политизированные религиозные такие движения, они симпатизируют Ирану. И они подпольно получают финансовую помощь от Тегерана. Ну, вы знаете, вот взять и разрывать это невозможно, потому что родственные народу, у многих в Азербайджане есть родственники в Южном Азербайджане. Под видом многих гуманитарных таких проектов осуществляются. Ну, конечно, это под пристальным контролем азербайджанских спецслужб. Ну, республика, по сути, маленькая, поэтому это не трудно вычислить. Те откровенно симпатизируют Иран. Вот недавно из страны был выслан представитель верховного духовного лидера Ирана, глава Иранского культурного центра в Баку при посольстве Ирана, Олджак Меджат. Он давно в Азербайджане работает, там, является одним из главных пропагандистов шиизма и так далее. Вот таких много. Конечно, Иран предпринимает попытки. У Ирана есть своя сеть, не только в Азербайджане, и в других республиках, где есть шииты. Так что мы это знаем, это для нас ничего нового в этом нету. Вот. Насчет аннексии это тоже не исключается. Ну, наверное, есть у них какое-то намерение включить Азербайджан в свой состав, потому что это даже из уст многих высокопоставленных иранских чиновников прозвучали такие мысли о том, что Азербайджан — это историческая провинция Ирана и так далее, и так далее. Ну, были такие. Но для нас это самое ценное для нас, для нашего народа, главное достижение в нашей истории — это наша независимость. И у нас
за 30 лет главной нашей целью, стратегией нашего государства было создание полноценного, боеспособного, вооруженного самыми современными видами вооружений армии. Без этого в нашем регионе, такой сложной географии, где, еще раз повторяю, сталкиваются интересы очень многих крупных государств, без сильной армии не выжить. И тем более Азербайджан до сих пор, до подписания Шушинской декларации с Турцией, не входил ни в один военный союз. Мы до сих пор являемся членом организации неприсоединения. В прошлом году мы были председателем этой организации. То есть мы не вошли ни в один российский блок, ни экономический, ни военный блок. Мы не хотим войну, мы хотим мира. Для нас главной целью было освобождение наших территорий от оккупации. Это 20% территории Азербайджана, огромные территории, по сути. И там рельеф такой, там горская местность. В 1992 году с помощью советской армии, Закавказского военного округа, всех структур ГРУ, КГБ были оккупированы эти территории в течение 4 лет. Война началась с 90-го года, но там уже пока не регулярная армия. Да, Азербайджан даже не успел создать регулярную армию, но регулярная советская армия полностью помогла армянам оккупировать эти территории. За 1,5 месяца наши бойцы освободили от оккупации более 10 тысяч квадратных километров. Это было, по сути, заминированная и милитаризированная, военизированная зона. Кавказ, вы сказали, что сейчас Азербайджан не состоит официально ни в одном из каких-то вот военных блоков. Но есть же такое неформальное объединение. Есть союзные Азербайджану государства, которые помогают в том числе, или там в первую очередь в оборонной сфере. Это, конечно же, Турция. Это во многом Израиль, насколько я понимаю. Израильские системы вооружения, израильские беспилотники находятся на вооружении азербайджанской армии и азербайджанских спецслужб. Ну и кроме того, это еще и Пакистан. А как так получилось, что такие 3 очень разные страны, 2 из которых, я сейчас имею в виду Израиль и Пакистан, даже не поддерживают друг с другом официальных дипломатических полномочий, как вот эти 3 страны стали главными союзниками Азербайджана вот именно в таком сложном и неспокойном 21 веке? Я могу рассказать вам об истории отношений вот этих 3 стран с Азербайджаном. Ну, Турция, это понятно, мы совершенно один народ, одна нация, 2 государства. Традиционно было так. Турция всегда поддерживала Азербайджан. И даже в 1918 году, когда Азербайджан объявил свою независимость, мы создали Азербайджанскую демократическую республику. Как раз Турция и нам помогла. То есть турецкие офицеры тогда под командованием Нурипаши создали азербайджанскую армию. Там обучали азербайджанских офицеров. Надо было навести порядок внутри страны, где царь беспредел, где большевистские и армяно-дашнакские бандформирования устроили геноцид даже в Баку, потому что территорию не контролировало азербайджанское правительство. Наше правительство, тогдашняя наша элита Азербайджанской демократической республики, объявили нашу независимость в Тбилиси даже. Потому что невозможно было проникнуть в республику. Страна была оккупирована вот этими бандформированиями, большевистскими и дашнакскими. В итоге все равно мы создали это государство, но, к сожалению, оно не просуществовало больше 2 лет. Потом уже 11-я Красная Армия оккупировала Азербайджан в 2020 году. Получается так, когда полностью завершилась оккупация 20% территории Азербайджана, там потом у нас и шла гражданская война, было неспокойно в республике, шла ожесточенная борьба за власть между военизированными политическими группировками. Пришел к власти Народный фронт в 1992 году, и они 11 месяцев правили Азербайджаном. Вот в этот период и новое азербайджанское правительство добилось вывода советских войск из территории Азербайджана. Это было первый раз. Еще советские войска, они были
даже на территории Восточной Европы, но первый раз в истории они покинули территорию Азербайджана. Вот покинув территорию Азербайджана, советские офицеры привели в непригодное состояние всю вооруженную технику. Угнали там около 200 истребителей. То есть оставили нас практически без оружия. Только там вещевой склад остался нашей армии. Понимаете? Вот, а всю эту технику они перевели на территорию Армении. Там потом уже пошло вооружение армян, и вот осуществилась оккупация Азербайджана. Потом вот были попытки наладить хорошие политические контакты с этим Ираном, который сейчас вот так раздражительно ко всем процессам относится. Я помню, после 1994 года тогдашний президент Ирана Рафсанджани посетил Азербайджан, там большой делегацией, туда входили военные. Там даже неофициально говорили о том, что Иран пытается как-то помочь возвращению азербайджанских земель. Потом Гайдар Алиев покойный посетил Тегеран, там тоже его принял верховный духовный лидер. Были вот такие попытки найти общий язык, в первую очередь, с этими соседями. Но, по всей видимости, в решении наших геополитических проблем Иран не смог оказать нам никакую помощь. Мы, естественно, искали помощи, поддержки у тех государств, которые бы на самом деле могли нам помочь. В Азербайджане проживает еврейская диаспора, горских евреев, диаспора горских евреев. Они всегда чувствовали себя комфортно в Азербайджане. Естественно, влияние еврейских организаций там, в политику Соединенных Штатов, это ни для кого не секрет. Вот в первую очередь с помощью еврейских организаций Соединенных Штатов нашему правительству удалось заморозить, то есть, там под влиянием греческой и армянской диаспоры США, в Конгрессе США приняли 907 поправку. Типа, мы, подвергшееся государство агрессии со стороны, мы держим Армению в эмбарго. Это было нонсенс, это было сумасшествие просто. Вот такая политика иногда. С помощью еврейской диаспоры, еврейских организаций в Соединенных Штатах, туда подключилась и турецкая диаспора, нашему правительству удалось заморозить вот эту поправку. Потом уже дальше развивались отношения с Израилем, и с Турцией, естественно, параллельно. Турция всегда нам помогала, то есть в обучении наших офицеров, офицерского состава. А насчет вооружений, что могу сказать? Вот Пакистан подключился к этому процессу через Турцию, потому что Турция в кашмирском процессе полностью на стороне Пакистана. Пакистан ядерная держава. Влияние Пакистана в решении вот этих проблем, конечно, политическое. А так на вооружении азербайджанской армии нет ни одного оружия пакистанского производства. Других контактов у нас нет, только политические контакты и политическая поддержка Пакистана. Там не знаю, там, что говорят в армянских СМИ, в ходе войны тоже очень много фейк-ньюсов было по этому поводу. Но ничего такого нет. Насчет вооружения. Международный рынок вооружений, он открыт для всех. Все желающие могут приобрести там, вот, кроме ядерного оружия, любой вид вооружения. У Армении не было разве оружия? Кто мешал Армении, например, создавать такую бесплатную авиацию? Вот. Наши военные стратегии, они все просчитывали, все подсчитывали, планировали так, что мы должны с минимальными потерями освободить наши территории. Там ландшафт такой, рельеф такой. Наша армия, наши позиции расположились на равнине исключительно. Все позиции армянской оккупационной армии, они находились на высоте. Во время апрельских боев 2016 года с южного направления и с северного направления нашим бойцам удалось взять под контроль там ряд стратегических высот. Как раз в прошлом году вот эти высоты нам они помогли. А то все города, населенные пункты Азербайджана на равнине, они были под прицелом армянской артиллерии. Артиллерии оккупационной армянской армии.
Беспилотная авиация нам помогла уничтожить там всю бронетехнику. Вот. Через 10 дней армянская армия полностью была деморализована, потому что они никогда не ожидали, что вот мы так просто вот возьмем и перейдем к контрнаступлению. Они всегда держали нас под страхом. Потом, как признались сами армянские генералы, когда им задавали вопрос, вот зачем вам нужно было провоцировать Азербайджан на войну, обстреливая постоянно азербайджанские города, мирные населенные пункты, там в том числе позиции нашей армии, они ответили откровенно так, что вот преимущество было на нашей стороне, мы находились на высоте, и этим, периодически нарушая перемирие, обстреливая азербайджанскую территорию, мы просто хотели их держать в страхе. Ничего больше. А к чему все это привело, в прошлом году увидел весь мир. За 1,5 месяца мы очистили нашу территорию от вражеской армии. Там до сих пор собирают останки армянских солдат по всей этой огромной территории. Знаете, это такой удар получили. Сами хотели, сами напросились, сами и получили. И все. Каковы дальнейшие перспективы урегулирования, мирного уже урегулирования между Азербайджаном и Арменией? Вообще, есть ли какая-то перспектива этого самого мирного урегулирования? Есть ли какой-то такой пункт, по которому стороны смогут найти согласие и договориться о том, что все, никогда больше, никаких больше столкновений, никаких больше конфликтов, вот здесь мы чертим границы, обоюдно эти границы признаем и больше друг к другу не лезем? Такое возможно в принципе? Скажу вам, это тоже зависит по большей степени от армянской стороны. До сих пор позиция армянской стороны это постоянно мешает установлению полноценного мира. Вы знаете, вот границы были нарушены в течение 30 лет. Там они постройки делали, там что-то делали, но они думали, что никогда не вернут нам эту территорию. Понимаете? Теперь им просто, они не могут переваривать это, во-первых. Во-вторых, они пытаются максимум, да, откусить территорию от Азербайджана. Ну, когда идет процесс демаркации, делимитации, вот появляются эти проблемы. И начинают они вот так предъявлять претензии, что вот так мы нельзя, мы не можем, например, отступать. Вы знаете, там в Кельбаджарском районе Азербайджана было месторождение, золотое месторождение. Это месторождение находится на территории Азербайджана. В течение 30 лет армяне эксплуатировали это месторождение. Там незаконно было добыто золото, другие драгоценности. Когда было подписано перемирие, заявление, да, 9 ноября, после освобождения Шуши от оккупации нашими войсками, трехстороннее заявление гласило, что армянские вооруженные отряды должны полностью покинуть вот эти районы. Они согласились. Но потом они не хотели покинуть вот это месторождение. Потом некоторые места есть, там господствующая высота, там стратегически важные зоны. Они оттуда не хотели выходить. Их пришлось силой выгонять оттуда. Они не могут переваривать это. 30 лет безнаказанная оккупационная политика их довела до состояния, наверное, зомбированности. Они просто не хотят примириться с этой реальностью. Но придется рано или поздно. Вот сейчас идет процесс демаркации, делимитации Азербайджана, армянской границы. Ну, на основе советских карт, потому что уже дальше углубляться мы не сможем. Потому что мировое сообщество, международное сообщество признало Азербайджан и Армению в рамках вот этих самых советских границ. Да? Они и то нарушают эту карту, и то продолжают там, не знаю, устраивать различные провокации, чтобы привлечь внимание других игроков в этот регион. И мы не должны забывать, что от вольных действий России очень и крайне недовольны Франция и Соединенные Штаты, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Но все-таки мир, я думаю, устроит всех. А для этого нужно подписание мирного договора. А для подписания мирного договора необходимо взаимное признание государственной границы обеими странами. То есть мы готовы признать эти границы. Вот проблема опять.
у армянской стороны. Они не могут. У них там неспокойно внутри страны. Там политические силы пытаются свергнуть Пашиняна. Вот старая военная хунта во главе с Качарянами, Саркисяном запутывают армянское общество. Мол, если мы придем к власти, вернем территорию. Ну, это все история. Больше такого не будет. Любая реваншистская политика со стороны Армении, это автоматически приведет ко второму этапу операции вооруженных сил Азербайджана «Железный кулак». Тогда уже... Скажите, пожалуйста, вот если мы за скобки выведем сложности вот политических взаимоотношений, то отношения вот простых людей, азербайджанцев, к простым армянам, в принципе, возможно каким-то образом взять и помирить народы? Каким-то образом, ну, или настолько уже глубокая ненависть укоренилась, что никакой возможности усадить за один стол и говорить, и сказать им: разговаривайте, попытайтесь договориться, научитесь понимать друг друга, уже невозможно? Вот за прошедший период, за 30 лет, различными политическими, общественно-политическими силами, или вот так просто индивидуально, вот с армянской стороны в основном, да, ну, оккупации это подверглись азербайджанской территории. Если бы были попытки у наших, хотя были такие правозащитники, которые выступали за народный диалог, за проведение таких, ну, даже процесс был какой-то текалинский процесс на территории Грузии, представители гражданского общества, СМИ двух стран встречались. Ну вот на фоне оккупации наших земель дальше продвигаться не могли. Армянское общество настроено на то, чтобы не вернуть нам ни пяди территорий. Вот им даже Минская группа ОБСЕ, сопредседатели, им предлагали: давайте вернуть 5 районов вокруг Нагорного Карабаха, а потом 2 района, чтобы потом вот определить статус Нагорного Карабаха. Они наотрез отказались, и что в конце привело к войне. Раньше у них стратегия была по-другому. Они сказали, что типа Нагорный Карабах — это независимое государство. Потом с переходом к власти Пашиняна они обнаглели до того, что объявили Карабах частью Армении, что и, собственно, привело вот к таким последствиям. Карабах — это Азербайджан, это неоспоримый факт, и мы это доказали. Теперь, вот в гражданском обществе, понимаете, вот прошло 30 лет с момента Первой войны. Был хаджалинский геноцид, страшное преступление. Армяне в 1992 году вырезали азербайджанский город в Нагорном Карабахе. Там с особой жестокостью были убиты женщины, дети, мирные граждане, совершенно безоружные люди. И в этом откровенно признались тогдашние руководители Армении, в том числе и организаторы вот этого геноцида, этой резни. Они позже стали руководителями Армении. Понимаете, вот как армянское общество рассмотрело вот этих где-то убийц и палачей героями. Ну вот, хаджалинский геноцид — это оставило такую рану в душе нашего народа. Мы навряд ли это забудем. Ну, прошло 30 лет, выросло новое поколение, где-то возможно было, может быть, да? Но теперь уже вот эти раны, они обновлялись, открылись новые раны. Мы потеряли в этой войне около 3000 наших молодых бойцов. Их родственники, близкие, еще кавказский менталитет нельзя забывать. Так что я не думаю, что скоро это произойдет. Нужно время, нужно десятилетия. Ну, будет, мы этого не увидим. Лично я думаю, что в ближайшем будущем это практически невозможно. Они не забудут. Я так понимаю, что сейчас не над всей территорией Нагорного Карабаха не восстановлен суверенитет Азербайджана. Часть находится под управлением так называемых российских миротворцев. Я хотел бы вас уточнить. Вот российские военные под видом миротворцев находились, например, на территории Грузии, в том регионе, который сейчас называется Южная Осетия. В Грузии он называется Цхинвальский регион. Российские военные на законных основаниях, тоже по соглашению с украинским руководством, находились, например, в ныне оккупированном Россией Крыму.
мы все знаем, к чему это привело. Они находились на законных основаниях в Грузии, они находились на законных основаниях в Украине и стали фактически главной силой для российской оккупации. Нет ли опасений в Азербайджане, что вот эти вот так называемые миротворцы будут использованы вовсе не в миротворческих каких-то целях? Вот на сегодня вопрос вокруг миротворцев, их нахождения в Азербайджане является предметом спора и в гражданском обществе, и в экспертном сообществе, и в целом, да. Это было устное соглашение на самом высоком уровне. Их нахождение пока как закон не закрепилось. То есть по Конституции это должно было обсуждаться в парламенте. Ну, учитывая сложность ситуации в то время, это было устное соглашение. И в целом наше правительство этим состоянием довольно. Потому что третьи силы, например, Франция тоже стремится туда, Соединенные Штаты тоже стремятся туда, там хотели туда и других присоединить к этому процессу, других стран. Ну, пока мы не должны забывать, что этот регион за последние 200 лет находился под протекторатом России. У России тут определенные интересы, конечно. Общая площадь оккупированных территорий Азербайджана, если вычитывать там 20% от общей площади Азербайджана, где-то 16-17 тысяч километров. Более 10 тысяч километров мы вернули под свой контроль. Теперь там остается маленький клочок земли, вот эта часть Нагорного Карабаха, где компактно проживают армяне. Вот эта часть Карабаха находится в зоне ответственности российских миротворцев. На данный момент есть недовольство азербайджанской стороны деятельностью этих миротворцев, но они тоже там недавно совсем находятся. Очень много нерешенных проблем. Но на 5 лет мы пока на государственном уровне не оспариваем их там деятельность этих миротворцев и так далее. В обществе тоже есть какие-то опасения или, не знаю, есть неопределенность. Срок нахождения миротворцев по договоренности 5 лет. Ну, за 5 лет мы пока разминируем эти территории. 1 миллион Азербайджана, 1 миллион беженцев оттуда. Нам предстоит их всех вернуть туда, обстроить. Заново все надо построить. Потому что за 30 лет там ничего не уцелело. Ни одной стенки нету. Понимаете, вот город Физули, когда наши войска прибыли туда, ну, это как Хиросима была, ничего не было. Даже вот наши офицеры сказали, что не нашли ни одной такой стенки, чтобы водрузить над этим зданием азербайджанский флаг. Так что работы у нас хватает. Там вопрос остальной части. Официально позиция Азербайджана такова. Армянские граждане, те, которые готовы принять азербайджанское гражданство, наш паспорт, мы гарантируем их безопасность. Они могут жить в Азербайджане, как раньше. Но никакой автономии, но никакого особого статуса не будет. Это однозначно. И в России это прекрасно понимают. Но я думаю, что вопрос о дальнейшем нахождении российских миротворцев в Нагорном Карабахе уже в будущем будет обсуждаться на другой плоскости. Это тоже вот между Азербайджаном и Россией. Туда другие не смогут вмешиваться, потому что территория юридическая азербайджанская, и это разрешение Азербайджана. Находиться там, кому не находиться. Можем завтра отменить, например, эту лицензию России. Но это уже будут решаться между нашими государствами. Насчет Крыма и Грузии, там немного другая ситуация. Там уже Россия откровенно, то есть определила свою позицию. И позже, вот, например, когда раздавали российские паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии, все стало ясно, что там Россия никакой не миротворец. А тут Россия заинтересована в том, чтобы как-то вывести вот из этого болота вот своего форпоста Армении.
У нас не так много времени осталось. Хочу у вас уже ближе к концу уточнить. Как сейчас выстраиваются отношения между Баку и Ереваном? Ведь есть же контакт, ведь так или иначе какие-то переговоры происходят. Так или иначе ту же границу продолжают как-то каким-то образом обозначать. А это как происходит? Это при посредничестве происходит Кремля все того же? Или есть какие-то другие способы договориться с недавним военным противником? Знаете, беда в том, что постоянно кто-то был посредником между двумя народами и странами. Просто никогда армянская власть в себе не нашла ту мудрость, чтобы впрямую войти в контакт с нашим руководством. Хотя неоднократно заявила, что готова к прямым контактам. Но почему-то они не хотят этого делать. Пашинян тоже бегает туда-сюда, отправляет в Москву или своего министра обороны, или главу МИД, и сам едет туда. Ну, не знаю, потому что действия армянской стороны непонятны. Невозможно сделать вывод, что они хотят на самом деле. Что они на самом деле хотят. Война завершилась. И то хотят войну, давайте продолжение. Наш президент сказал, что наша армия готова. И тем более вот в этих оккупированных территориях мы уже укрепляем военную инфраструктуру в первую очередь. Там потом уже логистика, строительство идет полным ходом. Вот они должны определить свою позицию, что они хотят. Хотят мира или нет. Это зависит от воли армянского руководства. И Кремль был не против, чтобы в наш регион наступил, наконец, долгожданный мир. Ну вот как раз по поводу позиции Кремля хочу уточнить. Но ведь он же, очевидно, здесь находится на стороне одного из участников конфликта. Ведь он, очевидно, находится в отношениях хозяин-клиента с Арменией. Или это не совсем так? Или уже поменялись эти самые взаимоотношения? Скажу вам. Конечно, политика Ельцинской России сильно отличается от политики Путина. С Арменией есть союзнические отношения у России. Россия должна сделать так, чтобы не разрушить эту конструкцию, в том числе и ту конструкцию, которая создалась, межгосударственные отношения с Азербайджаном, очень такие на взаимовыгодных условиях, с другой стороны, с Турцией. И это тоже играет очень большую роль на ситуацию, на геополитическую ситуацию в Южном Кавказе. Если бы Турция и Россия враждовали, то Южный Кавказ взорвется запросто. Поэтому пока отношения с Анкары с Москвой на хорошем уровне, там они торговые отношения на самом высоком уровне и так далее. Вот контакты как бы через все это решаются. Туда замешана и Турция, с одной стороны, со стороны Азербайджана. Вот как раз политическая поддержка Турции и Азербайджана позволила нам, не позволила третьим, другим игрокам, у которых свои геополитические интересы в нашем регионе, вмешиваться в ситуацию. Вот благодаря этой политической поддержке. Сегодня все встраивается так. То есть создалось такое равновесие, некий хрупкий баланс. Это зависит от хороших отношений Москвы с Анкарой. Еще добавлю, что Россия ответила Ирану четко и ясно, что там, на Южном Кавказе, ничего такого незаконного нету. То есть нас устраивают эти процессы. То есть сидите спокойно, и все. То есть пока от России я деструктивных действий не наблюдаю. То есть, не знаю. Ситуация может измениться завтра. Мы это не можем исключать. Но на данный момент все выглядит вот так. Благодарю вас, Кавказ, и должен напомнить, что гостем сегодняшнего Прайм Моцарский был Кавказ Амаров, главный редактор информационно-аналитического портала armia.az. Кавказ помог нам разобраться с тем, что происходит сейчас в отношениях Азербайджана с соседними странами. В первую очередь, конечно, речь идет об Армении. Вот годовщина войны, Второй Карабахской войны, вот она примерно сейчас. Вот в год назад, с сентября по ноябрь прошлого года шла
эта война, по итогам которой Азербайджан вернул контроль над большей частью Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов. А сейчас, последние несколько недель, мы наблюдали обострение в отношениях между Азербайджаном и еще одной соседней с ним страной, я имею в виду Исламскую Республику Иран. Вот нам сейчас Амар рассказал о том, что, собственно говоря, стало причиной, поводом для этого самого обострения. Успокоил, утешил, сообщил, что вроде бы как какого-то нового горячего конфликта в регионе нам ожидать не стоит. Ну и, в принципе, рассказал нам несколько о перспективах, немного рассказал о перспективах мирного урегулирования на Южном Кавказе. На этом наша программа сегодняшняя завершена. Увидимся через несколько дней в эфире телеканала АТР. Я, Юрий Мацарский, прощаюсь с вами. Всего хорошего.